Доброе утро, телезрители, телеканал Якутия-24, НВК Саха. Это «Утро Якутии». Вместе с вами встречаем наступивший новый день, 31 мая, среда Среда, на календаре. середина недели. И последний день весны фактически календарный. Да, ну вообще в Якутии, конечно, давно уже лето, уже как неделю, наверное. Ну, да. там сомнения были местами, конечно. Но я думаю, полноценное лето действительно уже наступает, потому что на улице теплеет с каждым днем, люди надевают все меньше одежды на себя, да. Да. Ну и хорошее настроение, конечно же. Лето уже завтра, пусть вот как и завтрашний день, оно дарит нам надежду на все лучшее. Ну, мы, конечно, еще посмотрим, что подарит завтрашний день, ну а пока нам нужно остаться, начать день Дне сегодняшний. сегодняшнем. Катерина Винокурова, Павел Танин вместе с вами в это утро. Еще раз доброе утро. И вот о чем мы сегодня будем с вами говорить. Загрязнение воздуха может стать причиной смерти от сердечной недостаточности. В преддверии Международного дня защиты детей мы хотим поговорить о профилактике детских заболеваний. У нас в гостях будут специалисты по этой теме. Далее поговорим о значимости восстановления леса, ведь эта тема особенно актуальна в наше время не только в стране, но и вообще во всем мире. Кроме того, покажем наши рубрики «Мой доктор», «Даты и события». И так как сегодня в мире будут отмечать День блондинок, мы покажем вам сюжет о замечательной, красивой женщине, чей цвет волос отличается от других. Также сегодня поговорим о значимости спорта для детей. А далее эту тему продолжит наша рубрика «Зарядка». В конце эфира в гости к нам забегут люди из Национального театра танца. Узнаем, какой совместный проект готовят хореографы из Санкт-Петербурга и Якутска. Так что оставайтесь вместе с нами, подпишитесь на наш телеграм-канал «Утро Якутии». И хотим сразу сказать, что завтра, отмечая Международный день детей, будем разыгрывать ряд билетов на культурные мероприятия столицы. Поэтому оставайтесь с нами, будет интересно. Ну а далее давайте знакомиться с погодой за окном. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила плюс 6-13 градусов. В заречной группе от 7 до 13, в южных до 7 градусов тепла. В Вилюйской группе 6,8, в Нижнеленских от 3 до 8, в западных 3,8, в Колыме-Дигирской от 2 до 15 градусов тепла. В Янских минус 1, плюс 2, на северо-западе минус 2, плюс 2 градуса. Температура воздуха на 6 часов утра в городе Якутске составила 13 градусов тепла. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Ну а днем ожидаются без осадков. Ветер подует северо-западный со скоростью 3,8 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 21-23 градуса. Ну, а с чего обычно у нас начинается день? Конечно же, с зарядки, а потом с плотненького завтрака. Ну, Что мы обычно едим на завтрак? день начинается вообще с других вещей. Он начинается с того, что ты открываешь глаза. Ну, для начала. Для начала, конечно, зарядка, водные процедуры, какой-то утренний туалет и, конечно же, завтрак. Да, главное открыть глаза, а потом уже все А там дальше последующее. все получится. Но Обязательно. если не открыть, Ну и то не какой же получится. завтрак, самый традиционный завтрак, это, пожалуй, яйца. Да. Ну Да. и мы, кстати, разговаривали с диетологом в нашей студии, ну, в свое время было, что говорила, что яйца, конечно, с утра это, наверное, самый оптимальный вариант завтрака, особенно для тех, кто пытается похудеть, даже лучше, чем каша, потому что каша, наоборот, способствует набору веса, а яйца чистый белок. Да, кстати, яйца вкрутую также можно в течение дня, да, как перекус использовать. Ну а самые свежие яйца у нас откуда? Конечно же, от нашей якутской птицефабрики. Да, и приобрести их всегда можно в фирменных киосках по всему городу. Они есть, и вообще с 69-го года вот это добро питательное распространяют на территории Всей нашей республики, да. Поэтому приятного аппетита всем, кто завтракает. А мы продолжаем. Паш, сколько раз ты моешь в день
руки. Я никогда не задумывался. Я думала, ты скажи, никогда не мою. С блокнотом хожу. 1, 2. Ну, как бы во все В нужные туалете надо моменты, отмечать. во все нужные моменты, когда их следует мыть, я их точно мою. А вот какие-то промежуточные просто так. Очень часто мою руки, когда готовлю. То есть перед готовкой, это обязательно, в процессе, конечно, когда у тебя обязательно. руки завалякиваются в чем-то. Поэтому, ну, пускай будет 10-15 раз за день. Ну, примерно, да? А знаешь, на меня, наверное, как и на многих, очень на мне отразилась пандемия. И вот как раз-таки в этот период очень часто я взяла за привычку мыть руки. И вот эта привычка, она осталась. Я думаю, что это неплохо. Я думаю, что да, но у всех по-разному, мне кажется, произошло, потому что в пандемию я даже очки мыл после похода в магазин. А там все мы мыли, наверное. Ну, да. Столы. Ставилась такая столы, будка на входе в телефоны. квартиру, обеззараживающая. Да, и вот так вот воздух Да, воздух. впрыскиваешь. Все обеззараживает. Ну, вообще, все мы знаем, что руки необходимо мыть с мылом и несколько раз в день, чтобы избежать распространения на них опасных возбудителей заболеваний, бактерий и вирусов. Об этом рассказала дерматолог-онколог Наталья Дмитриевская. По ее словам, регулярное мытье рук позволяет примерно на 30% снизить риск развития кишечных инфекций. Руки нужно мыть обязательно после посещения туалета, перед приготовлением еды, после прикосновений к сырому мясу и рыбе, после посещения общественных мест и транспорта, продолжила врач. Она добавила, что регулярное мытье рук является доказанным способом профилактики ОРВИ и гриппа. Вот и инструкция была, как правильно, собственно, руки мыть. Да, очень тщательно. Да. Желательно Между- каждый палец. Между каждыми пальчиками, каждый пальчик. Каждый пальчик, каждую ладонь. Не забывайте, одной не хватит, надо 2. Но при этом как бы не только бактерии на руках подстерегают человека в виде опасности. Ученые назвали дни, в которые повышается риск смерти при проблемах с сердцем. Они выяснили, что пациенты с сердечной недостаточностью чаще умирают в дни с высокой степенью загрязнения воздуха. Исследование представлено на научном конгрессе Европейского общества кардиологов. Ученые использовали данные о смертности в 5 основных городах Восточной Польши за период 2016 по 2020 годы. Всего за пятилетие исследования было зарегистрировано 87 990 смертей, из которых больше 7 тысяч от сердечной недостаточности. Наибольшее количество смертей произошло зимой, а наименьшее летом. Увеличение содержания в воздухе твердых микрочастиц было связано с повышением риска смерти от сердечной недостаточности на 10,9% соответственно. Эффект сохранялся в течение 2 дней после воздействия загрязненного воздуха. Исследование означает, что пациенты с сердечной недостаточностью должны минимизировать свое пребывание в загрязненных районах, например, избегать тренировок на свежем воздухе в местах с интенсивным движением. Дома следует использовать специальные очистители воздуха. Ну, а, к сожалению, смертность учащается не только от загрязнения воздуха, но и от того, что многие из нас курят сигареты. 31 мая во всем мире отмечается Всемирный день отказа от курения. В последние годы медики призывают население отказаться не только от традиционных сигарет, но и от всевозможных заменителей, призванных якобы помочь бросить курить. Специалисты отмечают, что они на самом деле не только не помогают бросить пагубную привычку, но и наоборот способствуют возникновению нового пристрастия. Доброе утро! Согласно опросу, 79% курильщиков хотят избавиться от этой привычки. Табачные компании не смогли оставить такую аудиторию без внимания, и на рынке появились вредные альтернативы табаку. Это электронные сигареты, вейпы и системы нагревания табака. Зачем нагревать табак? Чем эта система отличается от обычной сигареты? И поможет ли она бросить курить? Давайте разбираться. Системы нагревания табака выглядят как короткие сигареты в пластиковой коробочке. В этих сигаретах, их еще так называют стики, содержится табак, пропитанный пропиленгликолем, жидкостью для растворения никотина. С помощью аккумулятора стик во время курения нагревается до температуры 350 градусов, а обычная сигарета нагревается до 600. Поэтому в стиках не возникает горения. Зато образуется пар. Человек его вдыхает и получает дозу никотина.
Ученые опасаются, что система нагревания табака повторяет судьбу вейпов. Их тоже создавали, чтобы помочь в борьбе с курением, но получилось все наоборот. Парить стало модным даже среди некурящих. Какой бы инновационной эта система ни была, это все равно система для курения. А по-настоящему безвредных сигарет нет. Даже без горения выделяются канцерогены. Так утверждают эксперты. Курение айкос может создать иллюзию мнимой безопасности. Люди склонны курить больше, когда уверены, что вреда меньше. Лучше вообще не начинать курить. А если вы курите, бросайте без всяких помощников. Никаких доказательств эффективности у всех этих устройств нет. А мы продолжим тему здоровья. Сегодня у нас в гостях Аюна Батыровна Лукина, врач-педиатр Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. И в преддверии Дня защиты детей сегодня поговорим о профилактике конкретно детских заболеваний. Аюна, доброе утро. Доброе утро. Вот. Ну, расскажите, наверное, о детских заболеваниях, на что родители должны обращать внимание, какие самые такие распространенные. Ну, я, конечно, начну с того, что так как я работаю в профилактике, вообще мы должны, родители, начинать с того, когда уже запланировали беременность, да, уже тогда начинается подготовка к рождению здорового ребенка, плюс, да, во время беременности тоже мама обязательно должна соблюдать, питаться хорошо, да, вредные привычки исключать и так далее, чтобы родился здоровый ребенок. А когда уже родился ребенок, тогда уже, естественно, мы, какие у нас, бывает какая профилактика, специфическая, не специфическая. Специфическая — это когда прививки обязательно нужно делать, да, у нас есть график, национальный календарь прививочный, по которому следуют обязательно наши врачи. И, естественно, обычная профилактика, закаливание ребенка, допустим, да, не кутать. В общем, родители очень много, конечно, ошибок допускают в плане того, что ребенка вообще нужно одевать как по погоде, да, как вот мы сами одеваемся, так же и, в принципе, как бы с 3 лет также одели легкое что-нибудь, ребенок тоже так же легко должен быть одет. Вот, поэтому профилактика, конечно, это самое основное, как бы, чтобы именно упор на детские заболевания, чтобы не было заболеваний. Ну, а если уже произошло, как говорится, дети все равно болеют, естественно, все мы болеем, тогда в первую очередь я бы дала бы рекомендации родителям не паниковать. У нас родители начинают паниковать, заниматься самолечением, да, лечить ребенка, не консультируясь с врачом, давать различные лекарственные средства. Это, конечно, не надо делать, надо вызывать врача на дом. Ну, а если могут пойти в поликлинику, или в поликлинику обратиться, или в другие какие-то организации. Да. Вот конкретно о вреде и самолечения, и вообще, в принципе, о здоровье детей мы поговорим чуть позже. Сейчас прервемся на короткую. Продолжим обязательно. Оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Сейчас новостной блок. Для реабилитации участников СВО будут использовать лучшие научные разработки. В Госдуме полагают, что участники специальной военной операции должны получать бионические протезы за счет бюджетных средств. Предстоит также создать испытательные платформы и условия для независимой экспертизы, убрать межведомственные противоречия, решить вопросы ценообразования и упростить доступ инвалидов к современным техническим средствам реабилитации. Ранее вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о том, что в России разработают нормативные акты, которые позволят обеспечить военнослужащих, ставших инвалидами, средствами технической реабилитации, от современных протезов до инвалидных колясок. Высокотехнологичный фемтосекундный лазер ZEISS VISUMAX установили в Якутской республиканской офтальмологической больнице в начале апреля текущего года. Аппарат позволяет проводить большой спектр операций, среди которых пересадка роговицы и коррекция зрения. Благодаря установке высокотехнологичного оборудования Якутия вошла в список 13 регионов страны, где сегодня есть подобная технология. В день на новом аппарате можно провести около 15 процедур, и с каждым пациентом в больнице работают индивидуально. Зимовка скота и лошадей в республике проходит к завершению. А так, по состоянию на 25 мая численность поголовья крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств республики составляет 205 240 голов, в том числе 75 223 коровы. Отел коров во всех категориях хозяйств составляет 37 418 голов, или 49% коров от всего маточного поголовья. Численность поголовья лошадей во всех категориях хозяйств республики составляет 205 200
271, в том числе 121 тысяча голов кобыл. Всего получено жеребят от кобыл во всех категориях хозяйств 25 456 голов, или 20,9% от всего поголовья кобыл. 400 миллионов рублей выделят из госбюджета республики. Их направят на ремонтные работы спортивных объектов, которые будут задействованы в проведении 8-х летних международных спортивных игр «Дети Азии». Они пройдут в следующем году в столице республики. Всего для проведения соревнований по 24 видам спорта будут задействованы 16 объектов. В 8 из них произведется ремонт. Так обновится дворец спорта «50 лет Победы», центр спортивной подготовки «Триумф», комплекс «Дахсун», ледовый дворец Илей-Ботур, бассейны «Чолбон» и «Самородок», а также спортивный комплекс «Мадун» и стадион «Туймада». Помимо ремонта в Якутске будут введены в эксплуатацию 2 новых спортивных объекта. Один уже построен по линии «Газпром» детям. А как вы знаете, в микрорайоне Марха уже построен ледовый каток с бассейном. И сейчас уже строится в Сосявском округе, квартала 77, спортивный многофункциональный зал для проведения тоже «Дети Азии». Более 200 мирнинцев сдали нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 27 мая Мирный присоединился к республиканскому фестивалю «Мир Май ГТО». Мирнинцы от 6 лет попробовали себя в беге на различные дистанции, челночном беге, подтягивании на перекладине, прыжке в длину и других дисциплинах комплекса ГТО. Республиканский фестиваль «Мир Май ГТО» проводится во всех районах Якутии. Сегодня 180 тысяч жителей республики зарегистрировались на площадке. Это примерно 15% населения региона. Трехдневные выходные и короткая рабочая неделя ожидаются в июне. 12 июня в стране будут отмечать День России. В 2023 году государственный праздник выпадает на понедельник. Выходными будут 3 дня подряд, с 10 по 12 июня включительно. Далее со вторника 13 июня начинается короткая рабочая неделя, которая продлится всего 4 дня. Напомню, День России начали отмечать ежегодно с 1992 года. Продолжаем говорить о профилактике детских заболеваний. Напомню, у нас в студии Аюна Лукина, врач-педиатр Республиканского центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Юна Батаровна, какими заболеваниями чаще все-таки болеют дети, да? Чаще, конечно, наши дети болеют острыми респираторными заболеваниями, заболевания верхних дыхательных путей, в общем, простудные заболевания, да. Вот, поэтому, это на первом месте, конечно, да. На втором месте уже там далее там заболевания, может быть. Вообще вместе, конечно, вот я хотела сказать то, что там, чтобы не было там хронических заболеваний и так далее, надо на это, конечно, обратить внимание, да. Особенно те дети, которые очень часто болеют бронхитами, допустим, да, у которых бывают аллергические какие-то реакции, вот отеки, да, и так далее. На это обратить внимание. Надо обратиться, конечно, к своему педиатру и далее там, к пульмонологу и так далее, да, чтобы это не перешло в бронхиальную астму, чтобы обязательно предотвратить. И также заболевания ушей, да, вот именно отиты тоже родители могут пропустить. Если выделения какие-то есть, обычно тоже капают, так не обращаются, потом это переходит уже в хронический отит. Заболевания верхних дыхательных путей. А так у нас дети очень благодарные пациенты. Если мы начинаем их вовремя лечить, профилактику делать, они всегда отзываются, как бы это не взрослые, как говорится, да, они выздоравливают у нас, и это мы всегда, как бы, педиатры, у нас хронических заболеваний как таковых, бывает, естественно, но меньше, конечно. Вот завтра, мы уже говорили в начале еще нашей беседы, завтра как бы День защиты детей, в принципе, в преддверии этого мы разговариваем про профилактику, вообще про здоровье детей. На завтра какие-то мероприятия запланированы? На завтра, естественно, запланированы мероприятия в разных медицинских организациях, все проводят, да. В частности, мы завтра при участии, вообще у нас сейчас же год педагога и наставника, год труда. В рамках этого на Комсомольской площади проводится мероприятие «Радуга детства». Там будут принимать участие очень много, не только медицинские организации, конечно, Министерство образования, да, ГИБДД и так далее, центры подростковые и так далее, очень много будет. Там прямо целый праздник будет, мероприятия, мастер-классы, но мы проводим в рамках этого вместе с центром «Сосновый Бор» здоровое питание будущих детей. Там будет анкетирование проводиться, консультации по питанию будут проводиться, и вообще как бы в целом все вопросы про питание. Будем проводить также игры.
много В чего. общем, широкая программа ожидает Да, всех гостей завтра и жителей на Комсомольской площадь. площади. Не только полезная, да, для родителей и Там детей. будет масса всяких Много мероприятий. развлечений, да. Мгм. Приятное с полезным, как говорится, Да. можно провести. Да. Алена Батаровна, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире, за полезную беседу. Спасибо большое. Но мы продолжаем цикл добрых курсов, организованный Республиканским комплексным центром социального обслуживания. Завершил свою программу. Последние занятия прошли вчера. Что за курсы, узнавал наш корреспондент. Значит, по милосердию, по добрению. Денис старается посещать тренировочную квартиру раз в месяц, ведь здесь он не только общается со своими друзьями, но и узнает много чего нового. А сегодня какую тему здесь вы обсуждали? О чем вы говорили? О доброте думали. Что когда доброта сильнее зла в конце. Потом у каждого такая частичка силы есть. А такие курсы нужно проводить для вас или нет? Мне здесь нравятся такие курсы, я здесь общаюсь с друзьями, и мне здесь нравится. По словам педагогов, которые работают с людьми с нарушением ментального здоровья, такие ребята нуждаются в досуге, а их в столице можно посчитать на пальцах, поэтому эти курсы они стараются не пропускать. Работать с ребятами бывает по-разному. Иногда бывает сложно, иногда бывает легко. Такие ребята тоже нуждаются в досуге, им все интересно. Ребята посещают наше отделение с утра до вечера. Это дневная занятость. Тем самым они организовывают свой досуг, учатся вести хозяйство и помогать своим близким. Занятия здесь проводятся целый день, то есть с утра до вечера они общаются между собой, играют, а также получают новые знания. Я в прошлом году здесь ходила уже. Я умею готовить, стирать, гладить, убираться. Действительно, благодаря этим курсам и занятиям молодые ребята учатся многому. И самое главное, они становятся помощниками для своих родных и близких. На сегодня ребята с ментальной инвалидностью очень нуждаются в подобных учреждениях и организациях, так как когда они заканчивают школу, они практически теряются для общества и живут в своем замкнутом кругу в семье. И им зачастую не хватает общения, не хватает социализации, не хватает навыков поведения в обществе и реализации собственных планов. Так как у многих ребят разная степень сохраненности интеллекта, да, и многие хотят работать, многие хотят реализовать себя в обществе. И именно здесь они получают такой шанс. Мы не должны забывать о таких людях, чьи возможности ограничены диагнозом. Ведь в первую очередь это люди, такие же, как и мы, и они хотят радоваться новому дню, событиям и жить, как все. Дмитрий Тымыров, Виктор Дичковский, Якутск. Пятый лесопромышленный форум республики под названием «Современные технологии, качество, конкурентоспособность, эффективность» пройдет сегодня на базе Арктического государственного агротехнологического университета. Ключевыми темами форума являются эффективное лесопользование, лесовосстановление, современные машины, оборудование и IT-решения для лесного хозяйства, лесозаготовки, лесопиления и деревоперерабатывающих предприятий, а также экономика производства, экологическая безопасность лесопромышленного комплекса и производства биотоплива. И об этом всем мы сегодня подробно будем говорить с нашим гостем. Это профессор, доктор технических наук Игорь Владиславович Григорьев. Игорь Владиславович, доброе утро. Здравствуйте. Вот основные моменты форума этого года, вот, который сегодня стартует, о чем все-таки, на чем сконцентрируются участники? Это у нас уже традиционный пятый форум, который проводится каждый год, начиная с 2018 года. Но времена меняются, и надо сказать, что когда были первые форумы, в основном у нас были представители европейских, американских компаний, которые рассказывали нам про свои разработки. Сейчас, что очень приятно, у нас основные спикеры – это представители российских разработчиков программного обеспечения. И здесь мы хорошо видим, как импортозамещение действительно идет в лесной отрасли. Конечно, могло бы быть и побыстрее, но вот это, наверное, основной момент, что мы будем сегодня узнавать, что сделали наши разработчики, и не только сделали, уже результаты их внедрения разработок.
Но вот, опять же, говоря про лесовосстановление, лесопользование, огромный, ну, большой, наверное, урон все-таки наносится лесам, в том числе и лесными пожарами. Как-то эта тема будет обсуждаться? Да, она, безусловно, обсуждаться будет. И надо сказать, что вообще среди обывателей лесной пожар считается абсолютным злом. На самом деле это не так. Лесной пожар – это, естественно, биология леса. И с точки зрения хвойных буреальных лесов, особенно на вечной мерзлоте, где очень бедная почвенная биота, когда отпадает перестойный лес, достигший своего возраста, он практически не разлагается. Естественно, биология миллионы лет, этот лес выгорает, на его месте появляется новый. Да, с точки зрения нас это неудобно. Есть очень старое правило, известно лесникам: лес горит там, где его не рубят. И чтобы случился пожар, нужно, чтобы было 3 условия. Это должны быть условия, способствующие загоранию. В Якутии их летом много, жаркое сухое лето. Должен быть источник огня, и вот здесь Якутия уникальна тем, что в отличие от Ленинградской области, где почти 95% виноват человек, антропогенные пожары, здесь как раз наоборот. В основном это дает нам природа, сухие грозы. И лесные горючие материалы. Вот как раз лесные горючие материалы – это тот лес, либо мы его срубим, либо он сгорит. Другого варианта у леса просто нет. Конечно, мы будем об этом говорить, и это мы будем говорить особенно в рамках того, что сейчас лесозаготовка находится в Якутии, к сожалению, по ряду причин на очень низком уровне. Ну, а, соответственно, мы приходим к тому, что у нас будут пожары, и они были, и они будут, потому что других вариантов у леса просто нет. Ну вот, а что касается лесовосстановления, да, знаем, что во время форума будут также обсуждаться мероприятия по лесовосстановлению. Да, у нас приехали коллеги из разных субъектов, которые профессионально занимаются именно лесовосстановлением. Надо сказать, что это сейчас очень серьезно развитый сегмент лесного бизнеса, когда предприятия не занимаются заготовкой древесины или переработкой, они занимаются только лесовосстановлением. Обычно по найму. В 2019 году вступили в силу поправки к Лесному кодексу, которые больше известны как закон о компенсационном лесовосстановлении, который гласит, что если какие-то недропользователи вырубают какую-то площадь леса и выводят ее из лесной, например, линейные объекты, трубопроводы, ЛЭП и так далее, то ровно такую же площадь они должны засадить вне арендованных лесов. В разных субъектах проблемы здесь разные, потому что в Ленинградской области нет неарендованных лесов, и там не найти, где сажать. А в Якутии достаточно дорого. Если сначала закон гласил, что в пределах того же субъекта это необходимо делать, сейчас смягчили, можно делать в других субъектах. Конечно, нам бы хотелось, что если вырубают наш лес, то у нас бы и сажали. Но тут надо сказать, что есть очень много проблем, потому что на самом деле опыта сажать лес на вечной мерзлоте его просто нет. И надо сказать, что на самом деле очень скоропалительное было решение, когда сажать везде, да, потому что Воронежская область и Якутия – это очень сильно разные вещи. И пока научной проработки именно восстановления леса искусственно на вечной мерзлоте еще нет. И мы будем об этом говорить. Но вот в целом поддержка предприятий лесопромышленного комплекса в Якутии имеет какой-то свой базис определенный, даже местами, может, и научный. Тем не менее, какие-то моменты до сих пор упускаются ли из виду, что ученые компетентные по этому поводу говорят? Упускается несколько моментов. Прежде всего, касательно федерального уровня. Мы с вами, наверное, каждый квартал видим, как Владимиру Владимировичу докладывают об успехах сельскохозяйственной отрасли. И примерно каждый квартал Владимир Владимирович собирает какое-то мероприятие по проблемам лесного комплекса. У сельхозпроизводителей успехи, у лесников проблемы. В чем принципиальное отличие? Потому что без эффективного руководства ничего хорошего быть не может. У нас есть Министерство сельского хозяйства, и у нас за лес, то есть у нас нет Министерства лесного комплекса, за лес отвечает более 30 структур. Это не 7 нянек, это, считайте, 37 нянек со всеми вытекающими последствиями. И я боюсь, что пока не дойдут руки именно до создания такого министерства, мы будем по-прежнему слушать в разных моментах о проблемах. С точки зрения нашей специфики, огромные площади, огромные расстояния. В этой связи примерно 80% себестоимости древесины у деревопереработчика – это транспорт. Возить далеко, дорог нет, дороги надо строить.
Но ведь лес принадлежит государству, лесозаготовитель его только арендует. И совершенно логично было бы, чтобы дорожную сеть либо строили за счет государства, потому что дорога-то уйдет, останется, когда арендатор уйдет, либо хотя бы, чтобы государство, как собственник лесов, выкупало дорогу по остаточной стоимости. Это бы позволило, ну, во-первых, государство и должно делать как собственник, да, это поможет в борьбе с лесными пожарами, потому что если не добраться, то это совершенно другой коленкор. Это снизит себестоимость древесины и для нас с вами, как для потребителей. Это очень существенно помогло бы развитию лесного комплекса. Дорожная проблема у нас самая большая. Ну, касаемо новых технологий, да, каким образом они внедряются в лесную отрасль? Вот какая от них отдача? Новые технологии, надо сказать, внедряются, но опять-таки в силу различной специфики. Я не так давно был в Республике Карелия, в городе Петрозаводск, где создан завод отечественной компании «Амкадор» по производству современных лесных машин. И мне интересно рассказали вещи, что в разных субъектах, и в том числе, поскольку «Амкадор» изначально белорусская марка, совершенно разная философия лесопользования. В Сибири, где рубят активно, или на северо-западе, как Архангельская область, Карелия, Коми, дорогие машины работают в режиме 24/7. Где-то машины работают 7 часов, а дальше, ну и, соответственно, совершенно разные подходы к надежности машин. Очень приятно, что компания «Амкадор» сейчас, учитывая свои ошибки, получив огромное окно возможностей, как, собственно, и другие компании, которые что-то производят, разрабатывают, сейчас, благодаря тому, что ушли иностранные производители машин, программного обеспечения, появилось огромное окно возможностей, и надо сказать, что оно очень эффективно замещается. Конечно, надо было этим заняться раньше, и об этом говорилось с высоких трибун, причем говорилось как от властей, так и от бизнес-сообщества, друг другу говорили навстречу, но ничего не происходило. И вот те же коллеги из компании «Амкадор» говорят, что не хватило года. Вот если бы еще через год были санкции, вообще не заметили. Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Вот и завершая нашу беседу, пару лет назад в Алекминске под патронатом АГАТУ начал работать лесопитомник. Там лиственницу, сосны, по-моему, пытались выращивать, да, сеянцы, получается. На сегодня, вот спустя какое-то время, уже есть какие-то показатели? Да, питомник, ну, как говорят, первый блин комом, есть свои определенные недочеты, но главное, что он работает. Но я здесь отмечу два момента. Прежде всего, как я уже и сказал, у нас с точки зрения закона о компенсационном лесовосстановлении не обязательно сажать в Якутии. Это нас начинает подводить, потому что люди предпочитают сажать там, где подешевле. Это Хабаровский край и так далее. К сожалению, в Якутии нет ни одного лесосеменного участка. Ведь мы можем собирать семена не с любых деревьев, а только с самых лучших. Для этого во всех субъектах делаются лесосеменные участки. Вот, у нас нет таких полномочий, чтобы его выделить. А мы говорим с Министерством экологии. У них вроде есть, но пока руки еще не дошли. Но главное, что опять-таки процесс идет, он идет поступательно. Есть питомник, значит, есть запрос на семена, а если есть запрос на семена, то я убежден, что уже в этом году вместе с министерством такие лесосеменные участки будут выделены. Игорь Владиславович, спасибо вам большое. Вам спасибо, что ответили на все интересующие, волнующие нас население вопросы. Ну и тема сама очень интересная. И спасибо вам. Я бы хотел пригласить уважаемых якутян к нам на форум. Можно подойти в университет до 9:30, когда начнется. Всем, кому интересны вопросы лесопользования, лесовосстановления, как сделать лесные богатства в Якутии более эффективными, поскольку сейчас во многом леса Якутии — огромное богатство, как чемодан без ручки. То есть они приносят больше убытков, нежели прибыли. А это ненормальная ситуация. Вот всех, кому интересно, мы приглашаем, потому что у нас приехали люди со всей страны, будут выступать люди онлайн из-за рубежа, и это будет самый передовой опыт. Так что Спасибо приглашаем всех. Это получается в агротехнологическом Совершенно университете сегодня. Вот, Приглашаем всех. Да, тоже присоединяемся, приходите, если вам эта тема интересна. Ну а что еще сегодня, чем знаменателен день сегодняшний, давайте узнаем прямо сейчас. 31 мая – Всемирный день без табака, Всемирный день блондинок, Международный день близнецов и День российской адвокатуры.
По народному календарю, если 31 мая облачно, это к ненастной погоде. Если во время заката солнце станет бледным, то будет дождь. 31 мая 1223 года произошло первое сражение русских дружин с монголо-татарским войском на реке Калке, что положило начало возникновению татаро-монгольского ига на Руси. 31 мая 1859 года запущены в работу часы, установленные на знаменитой лондонской башне Биг Бен. 31 мая 1868 года – день рождения велоспорта. Тогда на аллеях парка в парижском пригороде организовали первую велогонку на 2000 метров. 31 мая 1891 года началось строительство Великой Сибирской железнодорожной магистрали. В этот же день, в 1942 году, в блокадном Ленинграде на стадионе «Динамо» прошел футбольный матч. В 2003 году, 31 мая, состоялось официальное открытие воссозданной янтарной комнаты. 31 мая 1862 года родился Михаил Нестеров, русский живописец. В 1899 году, 31 мая, появился на свет Леонид Леонов, русский писатель, классик советской литературы. 31 мая 1930 года родился Клинт Иствуд, американский актер и режиссер кино, обладатель 5 премий «Оскар». 31 мая 1955 года появился на свет Владимир Кузьмин, советский и российский музыкант, певец, автор песен, народный артист России. Именины в этот день празднуют Александра, Андрей, Богдан, Василий, Давид, Денис, Ираклий, Клавдия, Кристина, Лев, Макар, Матрона, Михаил, Павел, Петр, Семен, Фаина, Федор, Федот, Юлиан и Юлия. Вот такими событиями сегодняшний день Ознаменован. Да. Для тех, кто только проснулся, свой день начинает, и с чего бы его начать? Что-то хочется покушать. Самый лучший способ, это, конечно, самый лучший вариант, это яйцо. Вареное, жареное, вареное лучше, вареное более диетическое. Вот, например, вот, если вот такая корзинка дома есть, то, пожалуйста, берешь вот такую и готовишь. А где взять такую корзинку? Где взять такую корзину? А во всех киосках якутской И магазинах фирменных. И Якутской птицефабрики. Да, которые с 69-го года, между прочим, уже вот, занимаются сбытом своей продукции. Стараются вкусной. для Да. населения. Ну, а также сегодня... А после того, как вы покушали, можно вспомнить, что сегодня, 31 мая, отмечает Международный день блондинок. Мы поздравляем всех светловолосых красавиц с этим днем. Жительница Якутска Ксения Пироговская, натуральная блондинка, красавица, спортсменка, творческая натура, мама 2 сыновей и очень приятная собеседница. Предлагаем вам вместе с ней развеять популярные мифы о блондинках. Давайте посмотрим. Их предпочитают джентльмены и авторы анекдотов. Блондинки. Чего о них только не говорят. Самое популярное, что они глупые. Знакомьтесь, Ксения Пироговская. Геолог в 3-м поколении. Одна из самых древних профессий уже ставит под сомнение это утверждение. Я геолог уже в 3-м поколении. Династия геологическая. Занимаюсь алмазами, изучением алмазов. Больше 20 лет я в науке, в геологии работаю. Также я фотограф, автор нескольких творческих проектов. Также я освоила года 2 назад новую специальность, причем новая она абсолютно как для нашего общества, не только для меня. Получила диплом организатора пространства. Среди фактов, оправдывающих светловолосых леди, довольно много убедительных. Взять, к примеру, Джоан Роулинг, автора книг о Гарри Поттере и одного из самых высокооплачиваемых писателей современности. А кинодива Шарон Стоун, обладательница высочайшего IQ. Уже к 13 годам уровень ее интеллекта был таким же, как у Эйнштейна. Мне кажется, этот образ кинематограф создал. Образ Мэрилин Монро, вот то, что как ее подача. Потом женщины стали перекрашиваться тоже в блондинок, пародировать ее, подражать ей. Отсюда, мне кажется, и пошло. Хотя сама Мэрилин Монро в жизни же такой не была. Вот как легкомысленной, там, глупенькой женщины, да? Ветреной. А это далеко не Мэрилин Монро, а все та же Ксения. Наша героиня, как и известная звезда Голливуда, мужским вниманием не обделена, а окружающие и вовсе не принимают за местную. Меня много с кем сравнивают. Даже был случай, еду в такси. Такси смотрит все на меня, в зеркало заднего вида. Вам мне никогда не говорили, что вы похожи на Шарлиз Терон? Говорили много раз.
Ну, приятно, конечно. Но я как-то не акцентируюсь на этом. Помню, что завтра праздник, будете ли вы его как-то отмечать? Вы знаете, оказывается, есть день брюнеток тоже, но почему-то празднуют день блондинок в основном, как ни странно. Ну, я думаю, в соцсетях как-нибудь поздравлю. Несмотря на все сохранившиеся стереотипы о блондинках, Ксения их никогда не поддерживала. Живет по принципу, что цвет волос не имеет значения. Куда важнее содержание. А цвет волос – это как одежда. То есть она создает настроение. Если ты одеваешься в офисный стиль, у тебя определенное внутреннее состояние. Если ты идешь в спортзал, ты одеваешь спортивную одежду. Опять же, у тебя другой настрой. Также цвет волос. Блондинка ты, брюнетка ты, рыжая. Внутреннее состояние у тебя совершенно другое. Соответственно, ты транслируешь в мир вот это вот настроение свое. Тебя также вот воспринимают. Ну и в любом случае встречают по одежке, провожают по уму. Согласна. Катерина Винокурова, Виктор Дичковский, Якутск. Мы еще раз поздравляем Ксению и всех очаровательных девушек светловолосых, да, с сегодняшним замечательным праздником, хоть и таким не совсем серьезным, может быть, да, но все же. Кстати, Паш, ты почти блондин. Я почти блондин. Я тебя поздравляю. Спасибо. Спасибо. Ну а прямо сейчас, Коль, на то пошло. Передаем слово другому еще блондину. Почти блондину, да. Новости сейчас будут наши. Петр, тебе слово. Доброе утро, Якутия. Далее выпуск продолжит небольшой блок новостей. Президент России Владимир Путин подписал закон о беззаявительном назначении страховой и социальной пенсии в случае потери кормильца, а также социальной пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. Кроме того, закон устанавливает, что такие пенсии назначаются со дня смерти кормильца на основании данных, которые имеются в распоряжении органа, осуществляющего пенсионное обеспечение. Решение о назначении таких пенсий будет приниматься в срок не более 5 рабочих дней. Кроме того, уточняется, что лица, имеющие основания для назначения и страховой, и социальной пенсии, будут получать одну пенсию, которая будет более выгодной. В Якутске открылся филиал Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного по указу президента страны Владимира Путина. Здание фонда находится в доступном для всех районе улицы Аюнского. Тут будут работать кабинеты социальных координаторов, психолога, психотерапевта, многофункциональный социальный центр, библиотека, пункт проката средств реабилитации. С военнослужащими и их семьями будут работать 30 социальных координаторов, 11 из которых в районах республики. До конца года их количество будет увеличено до 120 человек. В селе Амге и в селе Алтанцы Амгинского района ведется строительство водоочистных станций. Реализация данных проектов позволит улучшить показатели по качеству и по числу охвата населения чистой питьевой водой. В рамках реализации национального проекта «Экология» на территории села Амга реализуется первый этап проекта строительства водоочистной станции. Объект должен обеспечить чистой водой население села Амга. Стоимость проекта оценивается более 500 миллионов рублей. В Госдуме предложили маркировать контент, создаваемый с помощью нейросетей. Одним из важных шагов по внедрению искусственного интеллекта в повседневную жизнь сегодня должна стать маркировка того контента, который создают нейросети, сообщил депутат Антон Немкин. В первую очередь, такая маркировка должна быть не раздражающей и понятной пользователю. Людям нужно сразу показывать, какого рода контент перед ними, чтобы они могли анализировать его более тщательно, рассказал парламентарий. По его словам, количество контента в сети постоянно растет, а вместе с этим может распространяться неправдивая информация. В рамках мероприятий геодезических и нивелирных пунктов прошла квест-игра среди команд студентов профильных высших образовательных учреждений по специальности землеустройства и кадастры. Квест представляет собой увлекательную интерактивную игру по поиску и обследованию состояния пунктов, заложенных в центре города Якутска по маршрутам, разработанным управлением Росреестра. Игра организована в рамках празднования 15-летия Росреестра. Включает в себя поиски состояния стенных реперов, которые расположены в старых зданиях, находящихся в центре города Якутска. Но для чего это необходимо? Во-первых, квест-игра, да? Для того, чтобы популяризировать наши геодезические нивелирные пункты, делать акцент на важности их сохранения. Ну и, конечно же, тестирование тех знаний, которые получили студенты на практике.
Голосование за талисман игр «Дети Азии» продолжается. На платформе ВКонтакте в официальном сообществе Международного комитета «Дети Азии» представлены сразу 6 работ. Это «Бизон», «Лена и Алдан», «Мамонтенок», «Бурундук» и «Соболь». Каждый желающий может отдать свой голос за понравившегося кандидата до 1 июня 2023 года. Вариант талисмана, который наберет наибольшее количество голосов, будет определен талисманом игр. 8-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Якутске с 25 июня по 7 июля следующего года. Это были все новости к этому часу. До новых встреч! От современности к истокам. Национальный театр танца Якутии готовит необычную премьеру. Новый спектакль под названием «Сити» на основе Аланхо и якутских легенд ставят приглашенные из Санкт-Петербурга известные хореографы Олег Марков и Вероника Кулагина. В постановке задействованы лучшие творческие силы театра танца Якутии. Это первый совместный опыт национальной труппы с постановщиками ведущего Российского театра балета. Насколько разнообразным, эмоционально богатым может быть современный балет в сочетании с культурными традициями народа Саха, убедилась наша съемочная группа, побывав на репетиции нового спектакля. Действие разворачивается в долине реки Лены, на знаменитых Ленских столбах. Героями постановки, балансирующие между реальностью и мистикой, являются современные молодые люди и персонажи из эпоса и народных легенд. В главных ролях солисты Национального театра танца. Хотя у артистов за плечами десятки главных партий, для них многое ново и необычно, и в первую очередь хореография. Пластика тоже все сложно, очень впервые такое делать. Хореография сложная для нас. Для нас это что-то новое. Пластические сложные движения, между тем молодые якутские артисты, как говорится, хватают на лету. И, как говорит хореограф-постановщик, первоначальные опасения, справиться ли после первой же репетиции, развеялись. И я просто поражен, насколько здесь быстро адаптирующиеся артисты. Они все схватывают на лету, быстро учат порядок, понимают с полуслова. То есть это просто для меня наслаждение работать с ними. Восхищены приезжие хореографы и богатыми истоками культурных традиций народа Саха. Автор либретто постановки Вероника Кулагина больше года изучала Аланхо и другие фольклорные источники. Что меня поразило, это то, что невероятная философия якутского эпоса. Это верхний мир, это срединный мир, это нижний мир. А бахы, вот эти чудовища нижнего мира, они очень успешно маскируются под людей. То есть это тоже, мне кажется, бесконечно правильная философия. В общем, так оно и есть. Где-то между нами всегда они присутствуют. И вот важно не поддаваться их влиянию, и оставаться человеком. Для труппы театра танца Якутии спектакль станет новой ступенью для дальнейшего творческого роста. Современная хореография дает совершенную свободу для такой вот именно пластики и использования, и сочетания ее с национальным, и с таким современным. И, конечно, это будет необычный спектакль. Необычна постановка и в плане музыкального оформления. Произведение, специально написанное композитором Яном Крулем, исполняется наряду с классическими инструментами на национальных, старинных кырымпа и хамусе, что придает особый колорит спектаклю. Премьера хореографической легенды запланирована на 6 июня на сцене Государственного театра оперы и балета. Создатели надеются, что вложенные творческие силы и замыслы оправдаются и получат признание якутского зрителя. И связующая серебряная нить «Ситим» не прервется и обязательно продолжится в новых совместных проектах. Туяра Филиппова, Георгий Григорьев, Якутск. И мы рады представить создателей спектакля уже в нашей студии. Это хореограф-постановщик Олег Марков и автор либретто Вероника Кулагина, главный редактор журнала «Портанец». Доброе утро. Доброе. Доброе, раннее. Прям с экрана. С экрана. Очень раннее утро. Ну вот вопрос такой, откуда такой интерес вот именно к якутской теме, к якутскому эпосу? Вообще это первое знакомство ваше с Якутией, получается? Да, это первое знакомство. Меня с этим театром, Национальным театром танца, познакомила моя жена Вероника. До этого она познакомилась
с их творчеством. И когда Национальный театр танца приехал к нам в Петербург со спектаклем «Дети белого солнца», мы пришли на этот спектакль, и я понял, что с этим театром, с этой труппой балетной я бы хотел сотрудничать. Так завязалось наше взаимоотношение с театром. Это примерно в каком году было, когда... Это было в 2015 году. году. То есть прошло время, да. Почему интересно? Потому что интересно нам все новое. Вот что новое, то новая культура, да, может быть, культура, с которой мы мало знакомы. Вот это вот все, конечно, очень интересно. Ну вот вам пришлось, соответственно, ну как бы не пришлось, вы захотели изучать фольклор, вот эпос и так далее, якутский, ну прежде чем приступать к этой постановке. Нет ли страха, что, может быть, где-то недоучили, что могут обвинить немножко в дилетантстве, тем более, что у нас в Якутии к нашему фольклору, да, очень такое трепетное отношение? Прекрасный вопрос. Есть такой в психологии такое понятие, как синдром самозванца. И обычно его испытывают очень профессиональные люди. То есть, как правило, дилетанты и самозванцы его не испытывают, потому что они самозванцы и дилетанты. Вот какой-то частью своего подсознания, своего мозга мы этот синдром испытываем, а другой своей частью мы понимаем, что мы профессиональные люди. Как мы с ним боремся? Повышаем требовательность к себе и повышаем где-то планку своих профессиональных навыков. Поэтому уверена, что все будет хорошо. И у нас очень хороший консультант, наша опора. Это Ангелина Григорьевна Лукина. Она очень помогала нам, подсказывала, поэтому мы здесь абсолютно уверены на 100%. То есть не одни в этой бурной реке, у вас есть поддержка. Абсолютно точно. Да, у нас сложилась очень большая команда по созданию этого спектакля. Это, естественно, сложное искусство, балетное, симбиотическое, где собирается и музыкальное искусство, изобразительное, и сам балет, и, естественно, это и художники, и швейный цех, и научный консультант, и композитор, который написал специальную музыку для этого спектакля. Вообще работа над спектаклем велась год. Вот без малого год. Мы изучали легенды, эпос и все. И почему мы не очень боимся выглядеть дилетантами в теме вот, освещения каких-то народных традиций и так далее, потому что спектакль у нас не этнографический, мы не передаем в полной мере какие-то вот традиции и легенды. Мы на основе легенд создали историю любви и рассказываем ее в нашем новом спектакле. То есть это, конечно, сценическая интерпретация, это не фольклор, да, как он есть. Поэтому... Ну, солисты театра танца признались, да, что им было немножко сложно, да, осваивать пластику современного балета, да, насколько вы довольны результатом. Знаем, что 6 июня уже будет премьера, да? Приглашаем вас на премьеру, кстати. Спасибо. Им было сложно, но они большие молодцы, они очень пластичные, психологически и физически, очень быстро они учат порядок. Мы, в общем, к этому были немножко даже не готовы, да, что артисты будут, просто Олег показывает там какие-то движения, они уже выучили вообще весь блок танцевальный, который мы наметили там, может быть, на 2 дня, на 3 дня вперед. То есть они, конечно, нас впечатлили вот этим вот работоспособностью, такой очень дисциплинированностью. То есть они приходят в зал и просто начинают работать. Очень этому процессу отдаются. Мы за это очень благодарны. Надо сказать, что тяжело было не только артистам, вот как они говорят, тяжело осваивать новую пластику, тяжело было всем, и мне в том числе. Я очень часто на постановочных говорил такую фразу, что я этот спектакль вижу тоже в первый раз, как и они, и эти движения, потому что мы просто сочиняем этот спектакль, сочиняли этот спектакль, сейчас уже мы на финишной прямой, уже на сцену выходим, через несколько дней там будут репетиции. Но все мы этот спектакль видели первый раз, эту музыку слышали первый раз. Ну, я ее, конечно, чуть пораньше услышал, но да, это было тяжело, но очень увлекательно и очень творчески. То есть здорово, что артисты наши союзники в этом во всем процессе. Это всегда очень важно, сотворчество. Тоже большая заинтересованность у них вот чувствуется. Абсолютно, не да. такая из-под палки. Да, не надо заставлять, не надо объяснять. То есть очень... и одинаково сложно также всем. Да, да. Но мы вдохновляли мне друг было друга. Легко, я не знаю. Я прекрасно себя чувствовала, вот Олег. Ну, самое главное, что в конечном счете это все зритель увидит, то есть к чему готовиться зрителю, и самое главное, какой реакции от зрителя вы ожидаете? Зрителю я бы посоветовал готовиться просто к красоте, к
к красивой музыке, к красивым движениям. Любой зритель, который придет к нам на спектакль, в первый же момент он увидит афишу, которая висит, огромная афиша на театре оперы и балета. И это просто красивая очень картинка. И спектакль, я надеюсь, будет таким же красивым. Я думаю, что зрителям стоит готовиться к тому, что легенда может ожить, что мы живем среди легенд, что эта легенда может в какой-то момент помочь, возвратить любовь. И, конечно, нужно обязательно готовиться к очень красивому, насыщенному действу. Всех приглашаем еще раз на премьеру, ждем всех. Ну и завершая нашу беседу, какие-то вот дальнейшие, может быть, планы по сотрудничеству с театром танца Якутии есть уже, может быть, наметились? Или посмотрите, как пойдет. Ну, уже мы открыты к любому творчеству, и, в общем-то, любые предложения нас заинтересуют, и мы будем, конечно, рады сотрудничать дальше. Пока что никаких конкретных нет. Но если они будут, то мы вот здесь, пожалуйста, пока мы в Якутии, до 7 июня можно к нам подойти. Ловите нас. Да. То есть в целом открыто для предложений. Абсолютно. Вероника, Олег, огромное вам спасибо за участие. С нетерпением ждем премьеру 6 июня театра. Всех жителей, гостей Якутска. И вас, конечно, замечательных ведущих утреннего эфира приглашаем. Спасибо большое на спектакль «Сетим» на основе якутского ОНФО, якутских легенд. Ну, это будет красиво, как вы уже сказали. Опыт. Придем, И новый посмотрим. опыт. Приходите, обязательно нужно сходить и посмотреть. Вот. Ну, а мы на этом уже завершаем наш эфир. Отличный был день. Отлично мы его завершили. Замечательные у нас были гости сегодня. Надеемся, что и вам понравилось с нами сегодня. Ну а мы с вами прощаемся, чтобы сказать вам снова здравствуйте и доброе утро. Уже завтра в 7 часов утра на телеканалах Якутия 24 и НВК СХ. До встречи.